Республика отметила День Победы. Ровно 78 лет назад советские войска разбили войска фашистской Германии. Эта победа далась высокой ценой. О празднике со слезами на глазах расскажет Анна Зубарева. Из Коми на защиту Отечества встали 178 тысяч человек. Треть из них домой не вернулась. Ценой жизни, неимоверного подвига, тяжелого труда и лишений наша страна отстояла независимость. На главной площади республики Стефановской 9 мая собрались ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости столицы. День Победы переполняет наши сердца глубокой благодарностью к вам, уважаемые ветераны. Вы выстояли, выдержали все тяготы военного лихолетия, а затем восстановили страну из руин. Главных героев праздника с каждым днем все меньше. Тех, кто ковал победу на передовой и в тылу, кто пережил те страшные годы. В Коми остался всего 31 человек. Но и сегодня они в строю. Помнят тот светлый весенний день 45-го, когда страна получила радостную весть о долгожданной победе. Было трудно, конечно, но что делать? Потому что мне в то время было все для фронта, все для победы. Тут другого быть не могло. Когда уезжал на фронт, отец сказал маме: Галинка, береги дочерей. Галинка выполнила наказ. Я была очень болезненным ребенком, но вот дожила до такого праздника. Я сегодня такая счастливая. Торжественным маршем по площади прошли парадные колонны военнослужащих Национальной гвардии, сотрудников силовых ведомств. После – парад техники, БТР-80 для транспортировки личного состава, огневой силы для разведки и патрулирования, учебная военная техника и, само собой, легендарная «Катюша». Легендарная система залпового огня на базе автомобиля «Урал-ЗИС». Наиболее массовая советская боевая машина периода Великой Отечественной войны. Широко отпраздновала День Победы и Ухта. Тысячи людей по всему городу вышли на улицы. В параде принял участие по традиции женский батальон. Наши девушки и наш женский батальон символизируют, наверное, не то, что символизируют, а как дань памяти погибшим девушкам, женщинам, воевавшим и принимавшим участие в годы Великой Отечественной войны. Ухтинцы, которые вышли на улицы города, говорят, в этот день не могут оставаться дома. И пусть в этом году нет шествия бессмертного полка, люди все равно держат в руках портреты своих родных. Это память о тех людях, которые защищали нашу родину. Ну, это, наверное, мой только дедушка, да, то есть у него погибли 2 брата на войне, у меня погиб прадед на войне, брат моей бабушки. То есть, на самом деле, каждый раз этот праздник, я не могу без слез вообще этот праздник проводить. А это уже Сосногорск. Кадеты маршируют и гордо несут флаг России и знамя Победы. Школьники сохраняют память о подвиге и героизме своих предков, которые подарили нам мирное небо над головой. Жители Воркуты тоже вышли на улицы почтить память тех, кто ковал Великую Победу. Несмотря на совсем не весеннюю погоду, праздничный митинг собрал сотни горожан. Сегодняшний день, 78-летие нашей Великой Победы, этот день является наиболее важным, потому что память нашего народа не искоренить. В Инте жители по традиции ранним утром стали собираться на площади Ленина. У ветеранов на груди повязаны красные ленты. В их числе труженик тыла Татьяна Панова. Ей было всего 10 лет, когда началась Великая Отечественная. Всех мужчин из родной деревни забрали на фронт. Остались старики и дети. Радости столько, что вообще не знаю. Как только скажут День Победы, так аж прямо не знаю. Натерпелись, наголодались. 9 мая 1945-го. Этот день вошел в мировую историю как символ мужества и героизма, доблестного подвига советского народа. Выходцы из Республики Коми воевали на всех фронтах Великой Отечественной. На полях сражений сложили голову 53 тысячи наших фронтовиков. Больше 23 тысяч пропали без вести. Нет ни одной семьи, которой бы война не коснулась. А потому День Победы, пожалуй, главный праздник в жизни каждого. Анна Зубарева, телеканал Юрган.